пятницу в Южной Корее зажгут огонь Олимпиады. Поддержать наших спортсменов решили юные физкультурники Чебоксар, приняв участие в малых суварских зимних играх. С организаторами пообщался мой коллега Вячеслав Ильин. Местом проведения суварских игр стал Кукшумский пруд Новоюжного района Чебоксар. В программу спортивного праздника вошли 4 вида спорта: хоккей с шайбой, шорт-трек, скелетон на ледянках и велогонка по ледяной трассе. А вот право открыть зимние игры было доверено юным фигуристам. Меня радует, что нас пригласили на эти Олимпийские игры. Мы представили своих фигуристов и видим также, что много детей занимаются, катаются на фигурных коньках. Меня это радует. То есть фигурное катание в Чувашии процветает. Ребята с честью справились с ответственным поручением, откатав свои показательные программы, несмотря на мороз и ветер. Мужество и мастерство юных фигуристов по достоинству оценили и зрители, и организаторы. Мы с Мишей пришли сюда, чтобы показать фигурное катание и поддержать российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Корее. Первый комплект наград был разыгран в шорт-треке. В самой юной категории участников серебряную медаль в смешанном забеге получила второклассница 20-й Чебоксарской школы Анна Шарова. Я не занимаюсь спортом, но люблю кататься на коньках. Рада, что получила второе место. А вот в соревнованиях по скелетону выявить победителя так и не удалось. Правда, это ничуть не смутило участников. Драйва и азарта скоростного спуска на ледянках хватило всем с лихвой. В кросс-контрийной гонке «Элиминатор» гонка с выбыванием лучшим стал шофер-дальнобойщик Денис Комиссаров. А вот в хоккее с шайбой убедительную победу одержала команда микрорайона Рябинка со счетом 8-2, переигравшая дружину «Южная». Ну а всех участников и болельщиков примирила суварская кухня. Меню, может быть, и не отличалось разнообразием каши и чай, зато хватило всем. Наш опыт показывает то, что такого рода место оно востребовано в Новоюжном районе, так как у нас очень мало парков и зон отдыха, где могли бы дети общаться и развиваться. И конечно же, хотелось бы, чтобы и в летний период была возможность посещать это место. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.